называют главным кинособытием года. Картина вошла в список претендентов на «Оскар». Фируз Насырова, Тимур Гатауллин, Вести, Татарстан. 85 лет назад прозвучали первые позывные радио ГТРК «Татарстан». Солидную дату отмечает радиожурнал «Между Волгой и Уралом». История становления богата именами, фактами и событиями. Сегодня фонотека постоянно в работе. На волнах звучат очерки прошлых лет. Радио бережно хранит память о своих ветеранах. Сегодня прямые эфиры – дело привычное, актуальные темы утром слушают и ждут. Нынешнее радио можно назвать преемником и продолжателем лучших традиций прошлых лет. 85 лет на волне успеха. Знакомые голоса дарят настроение всем, кто настроился на радио Татарстана. Репортажи, авторские программы, аналитические обзоры. Ежедневно за эфирами следят сотни тысяч слушателей. Позывные радио узнают даже на других континентах. Судьба радио – это судьба республики. Судьба республики – это тоже судьба радио. Многие интересные люди, они же тогда не очень-то великие были, не очень-то эти, они внесли свои лепту в развитие радио. И очень известные писатели гордости Татарстана, они все работали у нас. Радио Татарстан всегда прививало во мне любовь к искусству, любовь к поэзии, любовь к культуре нашего Татарстана. Поздравляю! Отметили дату с размахом. Поздравить с юбилеем приехали десятки людей, друзья радио и коллеги из разных регионов, не только республики, но и страны. Искренне хотелось бы поздравить радио Татарстана с замечательным юбилеем, с 85-летием. Пожелать молодости, здоровья, бодрости на долгие годы. Творческих новых высот, новых тем, новых респондентов, новых людей, новых направлений, новых проектов. Именно с этого здания началась история татарстанского радио. Отсюда голоса первых дикторов разносились на всю республику. Театр Тинчурина, тогда он назывался просто Театром татарской драмы. А запустил радиостанцию легендарный писатель и общественный деятель Шамиль Усманов. Именно Шамиль Усманов стоял у руля первых эфиров. Его голосом радио зазвучало 7 ноября 1927 года. Он произнес тогда слова, с которых началась целая эпоха. «Казань сели», говорит Казань. Тогда наше радио было единственное. А сейчас много радиостанций. Но тем не менее мы остаемся классическим радио. Спустя 30 лет вышел в эфир первый выпуск радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Его радиоволны разнеслись на сотни километров. Проект объединил новости из Мордовии, Чувашии, Мариэл и еще 3 республик. Вместе с юбилеем радио передача отмечает собственный. В этом году исполнилось 55 лет с момента ее первого выхода в эфир. Мы будем стараться, чтобы наш радиожурнал жил по тем требованиям, которые сейчас есть в наше время, чтобы он не был старомодным и чтобы он нравился нашим слушателям. Радиожурнал «Между Волгой и Уралом» – это такая атмосфера добра. Журнал соединяет люди и города. И я думаю, если вот с маленьких лет я сама была слушателем радио, и сегодня создаю этот радиожурнал, пусть еще много поколений не только слушают, но и создают этот радиожурнал. В редакции радиовещания держит руку на пульсе самых важных событий. В сетке вещания больше 20 передач. Над их созданием трудится целая команда. Среди них и ветераны труда, и молодые журналисты. Именно на татарском радио сохранились, вот такие традиции, и они на очень высоком уровне, и готовят передачи, и ведут передачи. Так что успехов им, здоровья и творческого долголетия. За годы существования радио менялось многое. Дикторы, музыка, слушатели. Техника становилась более современной. Неизменным оставалось одно – эфир. Он уже 85 лет дарит настроение всем, кто настроился на волну радио Татарстана. Карина Насруддинова, Равкат Зиеддинов, Вести, Татарстан. Сейчас прервемся на погоду, реклама.